Доброе утро, Республика! Начинаем еще один прекрасный рабочий день. Спешим к вам с хорошими новостями и отличным настроением утра Якутии. На Якутии 24 с вами Вероника Тамтосова. Что у нас сегодня? У нас сегодня узнаем, где найти самую красивую, самую лучшую и самую недорогостоящую, так скажем, по уместной цене квартиру вашей мечты. А также расскажем секрет, где найти самые вкусные булочки к утреннему кофе. Но это все с нашими гостями. Ну а прямо сейчас сообщаю, что на улице, если не дождик, то, по крайней мере, лужи, влажно и такая немножко пасмурная погода. Но это столица. Что ждет по республике, я расскажу прямо сейчас. В центральных районах плюс 20, плюс 29, в Заречной группе 18-30 выше 0, в Южной 16-22 со знаком плюс, в Вилюйской группе плюс 18, плюс 25, Нижнеленских 21-25 выше 0, в Западных плюс 15, плюс 24 градуса. В Колымо-Индигирской группе Улусов 14-26 со знаком плюс, в Янских плюс 20, плюс 30, на северо-западе 13-18 выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 20 градусов тепла, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура плюс 25, плюс 26 градусов. В общем-то, тепло и хорошо. Такие у нас еще солнечные кадры. Здорово, хочется так взбодриться. Вам не хочется? Совсем нет настроения? Тогда давайте его поднимайте вместе с нами. Ведь доказано учеными, что активность поднимает настроение. Поэтому утренняя зарядка – отличный рецепт, как и утренний кофе. Доброе утро! С вами тренер Лилия по зумбе. И сейчас мы с вами начнем танцевальную зарядку. Итак, для этого мы становимся обе ножки вместе, работаем V-степ, правая нога. И 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отлично. Добавляем теперь руки. Правая ножка в правую сторону руки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вправо шагаем. Оп, ныряем головой. И бедро работает 3 раза. Вперед толкаем. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Левая 5, 6, 7, 8. Влево. И бедро. 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. И 1, 2, 3. Отлично. Руки перед собой. Одна ручка смотрит наверх. И работаем вправо 4 шага. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ногу в сторону и работаем бедрами, рисуем круг. Поехали. И 1, еще 2, 3, 4. Вернулись в обратную сторону, в левую. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь это все сделаем под музыку. Шаг на месте. С правой ноги. И 5, 6, 7, 8. Бедро. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бедро. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вниз, вниз, вниз. Хоп. Влево, влево, влево. Хоп. 1, 2, 3. Хоп. 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бедро. Левое. Еще. Влево. И правое.
Вправо. И левое. Влево. И. Начинай день вместе с нами, и день пройдет отлично. До скорых встреч! Мы 100% уверены, что этот рецепт работает. Начинайте день точно вместе с нами, и он непременно будет успешным, особенно если вы еще подпишетесь на наш телеграм-канал. Напоминаю, что там всегда есть постоянные новости, самые интересные сюжеты, ну и, конечно, вся информация о погоде и все самое-самое полезное. Поэтому подписывайтесь непременно, и каждый день можно будет просматривать то, что вы неожиданно пропустили, собираясь на работу. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С космодрома Восточный в Амурской области 25 июля планируют запустить ракету «Союз-2.1Б» со спутниками «Иносфера-М». В качестве районов падения отдаляющихся частей ракеты носителя будут использованы на территории района падения в Алданском и Вилюйском районах Якутии. До и после запуска ракеты специалисты берут пробы природных сред, а также проверяют уровень радиации. Все анализы проводят две независимые лаборатории. Одна в Якутии, другая в Хабаровском крае. Это нужно для точности и объективности результатов. Временно запретили сплавы по реке ботами в связи с установлением на территории национального парка Ленские столбы 4-го класса пожарной опасности. Информация о классе пожарной опасности обновляется ежедневно в 8 утра и публикуется на сайте нацпарка. При 4-м классе пожарной опасности жители и гости Якутии просят воздержаться от посещения территории парка. Якутские спасатели патрулируют несанкционированные пляжи. Как сообщают специалисты, только за последние несколько дней им удалось предотвратить гибель 3 человек на пляже 202-го микрорайона в Якутске. Среди них 2 несовершеннолетних детей, пытавшихся вплавь добраться до опоры ЛЭП. Еще один мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. К слову, по статистике, именно оно является одной из главных причин гибели на водах, отмечают спасатели. Кроме того, инспекторы ГИМС продолжают рейды по акватории реки Лены вблизи Якутска, в том числе и по диким пляжам на островах. Они не только проводят профилактические беседы с населением, но и проверяют маломерные суда. В данное время проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Ежедневные рейды совместные проводятся с транспортной полицией, со всеми, с ГОЧС, со службой спасения, со всеми ведомствами. Мы выезжаем по местам купания людей, проводим беседы с ПДН по делам несовершеннолетних и тоже с детьми разговариваем, которые без родителей, что нельзя купаться. Жаркая погода сохранится в Якутске и ряде районов республики, говорится в прогнозах якутского гидромета на среду 23 июля. В Якутске ночная температура составит плюс 15, плюс 17 градусов. Днем синоптики обещают плюс 30, плюс 32 градуса. Осадки не ожидаются. В центральных и северо-восточных районах днем будет до плюс 27, плюс 32. На западе до плюс 22, плюс 27. При дождях упадет до плюс 18, плюс 23 градусов. Глава города Евгений Григорьев проверил ход работ по благоустройству и озеленению площади Победы. Там планируется высадить 33 ели, посеять газон и установить автоматизированную систему полива. Почва на площади уже прошла необходимые проверки и полностью готова к посадке растений. Работы ведутся в соответствии с графиком, и их завершение запланировано на сентябрь. После завершения работ площадь станет еще более уютным местом для отдыха горожан. У нас было проведены мероприятия по улучшению структуры почвы, были внесены питательные элементы, плодородный грунт, перегной, песок. После запуска системы автополива планируется высеять газон и дальше уже ухаживать. А на осень у нас запланирована посадка елей, 15 голубых и 18 обычных наших сибирских елей. Так как площадь, она должна быть открыта, и здесь невозможно плотное озеленение, поэтому здесь только газон и ели в виде рядовой посадки.
Ну и делимся еще интересными новостями. Следующая информация будет интересна тем, кто давно мечтает о собственном жилье. Офис продаж жилищного комплекса «Золотой час» объявляет акцию на снижение цен на квартиры в их жилом комплексе. Всего 140 тысяч рублей за квадратный метр вместо привычных 170. Как говорят застройщики, таких цен на рынке еще не было. Поэтому, если вы давно подыскиваете для себя идеальное жилье, не упустите свой шанс. А рассказать подробнее об этой замечательной акции к нам в студию пришла наша гостья, руководитель офиса продаж жилищного комплекса «Золотой час» Мария Степанова. Мария, доброе утро. Доброе утро, Вероника. Рады вас видеть с такой улыбкой. Итак, Мария, расскажите скорее акции. Я думаю, что все летом озабочены, кто планирует покупать жилье, чтобы успеть сделать ремонт. Вот чем она интересна и в чем она состоит? Ну, самая главная новость заключается в том, что 140 тысяч рублей, таких цен просто нет. Да? То есть, если вы планируете купить просторную квартиру, то это самое выгодное предложение на данный момент в Якутске. Кто может получить данную скидку? Все? Эта акция распространяется абсолютно для всех, нет никаких ограничений. Вы можете купить в ипотеку, вы можете купить за наличные, вы можете купить любыми доступными способами. Ну вот название самого жилищного комплекса «Золотой час», ну красивое название. Чем он выгодно отличается от других районов Якутска? Ну, я хочу сказать в первую очередь, что само название, да, нашего жилого комплекса «Золотой час», оно вдохновлено непосредственно закатами, которые у нас идут в сторону сопок Чачур-Муран, поэтому вечером там очень красиво. И сам дизайн нашего дома очень тоже красивый, проектировала Ксения Николаева. Это известный дизайнер в плане проектировок проектов домов у нас в Якутске. И помимо всего этого у нас это не точечная застройка, это целый жилой квартал, в котором предусмотрено несколько очередей домов, собственная школа, и он построен по принципу город в городе. То есть все необходимое внутри квартала оно есть, да, то есть если вам нужны магазины, аптеки, спортзал, все это может быть в одном месте. И помимо каких-то бытовых вещей, там еще и предусмотрена пешеходная зона с фонтанами, с качелями, то есть все предусмотрено для комфортной жизни. Ну, то есть не будет такого, что друг на друге прям паркуются, по машинам ходят. Но это очень здорово, это очень удобно. Вот вы говорите о зеленении, о пешеходном, то есть и все детские площадки, я думаю, тоже предусмотрены, да, для молодых родителей. Вот что касается молодых родителей, основная проблема — это сейчас стоимость квартир, что молодые семьи вынуждены покупать более маленькие площади. Вы рекомендуете покупать и рассмотреть возможность покупки 4-комнатных квартир. Как это удастся, с чем это связано в рамках акции? Ну, на самом деле, я бы тут хотела рассказать о дальневосточной ипотеке, да, когда государство у нас поддерживает молодую семью и предоставляет ипотеку под 2%. Вот. Но из-за того, что ограничено предложение, то есть из всего количества строящегося жилья только 1% это просторные квартиры. А у нас запроектированы большие квартиры, и вы таким образом можете выгодно использовать государственную поддержку в виде дальневосточной ипотеки, да, то есть максимальная там сумма 9 миллионов рублей, то есть на однокомнатную квартиру или на студию можно заработать и каким-то другим путем, да, а когда есть государственная поддержка, максимально выгодно, вы можете приобрести именно большую площадь, где для каждого ребенка есть своя комната, когда у родителей отдельная спальня, где есть место, где вы можете собираться всей семьей, и мне кажется, что это как раз есть выгодное использование, инвестирование, потому что инвестирование бывает не только в недвижимость, чтобы выгодно продать, но и инвестирование в семью, в будущее детей. Мария, скажите, вот планировка квартир как-то выгодно отличается, потому что если нанимали дизайнера, наверное, это все тоже очень продумано. Да, я хочу сказать, что наши планировки, они прямо очень продуманы. У нас практически все квартиры правильной формы. У нас нет таких квартир буквой ЗЮ, буквой Г, это так я называю буквой ЗЮ, да, то есть бывают очень странные планировки, а у нас они почти все правильно прямоугольной формы. И, кстати, может быть, не совсем, как сказать, все разделяют эту точку зрения, но наши планировки смотрела девушка, которая занимается фэншуй, она говорит, с точки зрения фэншуй они очень благоприятные, потому что все есть там. А вот выбор дизайнера для жилищной застройки — это всегда очень интересно. Почему остановили свой выбор именно на этом дизайнере? Ну, потому что помимо того, что должен быть просто дом, он очень красивый. У нас дома спроектирован таким образом, что есть квартиры с арочными окнами на 8, 12, 16 этажах. И, наверное, бы хотела добавить, что, кстати, квартиры с арочными окнами вы можете купить по той же цене, что квартиры с обычными окнами.
То есть можно все посмотреть, можно уже увидеть на рисунках наверняка. Ну, очень здорово, прям заинтересовались сами. И помимо всего этого у нас еще предусмотрена безбарьерная среда. То есть если мамочки у нас с колясками идут, да, или маломобильные граждане, у нас предусмотрена колясочная непосредственно в подъезде, у нас предусмотрен умный дом, да, в этом доме. То есть мы постарались не только красоту предусмотреть, но и комфорт. Ну, умный дом — это очень современно, да. А имеется ли ограничение у акции по срокам, да? Надо ли кому-то, кто планирует приобретать жилье, поторопиться? Да, на самом деле хочу сказать, почему эта акция вот сейчас мы обсуждаем. Мы запланировали ее в июле. Да, то есть, она имела такой взрывной успех, что мы приняли решение, что мы ее продлим до 31 августа. Но, тем не менее, количество квартир по акции, оно ограничено. То есть, если вы сейчас забронируете на сделку уже по недвижимости, ну, не так быстро все происходит, да, то есть нужно одобрить ипотеку, допустим, запланировать дату, там, собрать первоначальный взнос. Кстати, первоначальный взнос мы принимаем в качестве первоначального взноса и материнские капиталы, да, то есть вы их можете тоже выгодно использовать. И помимо всего этого у нас еще, помимо того, что у нас есть акции на 4-комнатные квартиры, у нас осталась единственная евро-двушка, двухкомнатная квартира, на которую тоже буквально вот вчера вечером запланировали скидку. Здорово. Ну, я думаю, что стоит, правда, дорогие телезрители, поторопиться, если вы планируете, по крайней мере, ознакомиться с этим предложением. Оно очень интересно и выгодно. Мария, ну, можно всегда у вас получить консультацию. Вы в подробности можете порекомендовать, какая ипотека, какие скидки, да? Где это можно сделать? Мы находимся по адресу Амосова, 18. Мы можем всех проконсультировать. Работаем с 9 до 6 в будние дни. Вы можете зайти на наш сайт я112.ru, и вы можете найти наш телеграм-канал и таким образом узнать всю информацию. Ну, а всем, кто хочет прямо сейчас получить, можно позвонить по номеру 73 63 02, и мы вам все расскажем. Спасибо большое, Мария. Очень интересная акция. Уже с нетерпением ждем, когда можно по жилищному комплексу будет погулять, дорогие друзья, потому что такие рекомендации, я уверена, что если там и дом выглядит красиво, то все и прилегающие территории будут тоже очень красиво оформлены. Поэтому, если вы правда мечтаете о квартире вот именно с арочными окнами, чтобы вам светило солнце, да, то вот рассмотрите такой замечательный вариант. Ну, а вообще мы и хотим поделиться, что 23 июля в России отмечается неофициальный, но тоже важный для доброй половины страны праздник – День дачника. То есть, если вы любите не квартиры, а дачи, то этот день именно для вас. Интересно, что дата выбрана не случайно. Это самый разгар дачного сезона, когда уже все посажено, пошел первый урожай, а до подготовки хозяйства к зиме еще долго. В этот день можно немного поработать в огороде, а потом устроить празднование с родными и соседями и обмениваться дачными секретами и лайфхаками. Ну, о чем еще знаменательный день сегодняшний, узнаем прямо сейчас. На календаре 23 июля. Сегодня отмечают Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России. По народному календарю в этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу и в этот день раздавались грозовые раскаты, это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким, ждали тихого дождя, а если гулким, готовились к ливню. Отмечали также День ряски – растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. Дождь ряску растит, а водяные девы рвут, говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали ее и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались – рясочники. День в истории. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. В 1881 году в Льеже учреждена Международная федерация гимнастики. В 1952 году в Египте произошел военный переворот. В 1985 году заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». В 1994 году вступил в силу федеральный закон о Конституционном суде Российской Федерации. В этот день родились Петр Вяземский, русский поэт и критик; Франческо Чилеа, итальянский композитор; Густав Кафка, австрийский философ и психолог;
Юрий Анненков, русский график и живописец. Владимир Климов, советский ученый в области авиационного мотостроения, конструктор, академик. Пимен, патриарх московский и всея Руси. Михаил Матусовский, советский поэт-песенник. Юрий Катин-Ярцев, советский актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР. Ричард Роджерс, британский архитектор. Александр Кайдановский, советский, российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог. Именины сегодня отмечают Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр. А в минувшие выходные в столице прошел замечательный праздник. Посвященный 45-летней годовщине открытия летних игр в СССР в 1980 году «Олимпийская Москва». На кадрах видно, как участники с барабанами и российскими флагами идут по Садовому кольцу, а олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный несет точную копию факела игр 1980 года. Также на видео москвичи занимаются степ-аэробикой, поднимают гири, соревнуются в армрестлинге, играют настольный теннис на площадках фестиваля. При службе мэрии отметили, что огонь по центру столицы пронесли также мастер спорта по гребле на байдарках, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Нина Трофимова и футболист, чемпион летних игр 1988 года Александр Бородюк. Завершился фестиваль праздничным концертом, а также запуском небонадувного мишки, талисмана олимпийской команды России. По данным организаторов мероприятия приняли участие более 150 тысяч человек. Напоминаем, что летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Столица СССР была выбрана на 75-й сессии Международного Олимпийского комитета 23 октября 1974 года в Вене, обойдя Лос-Анджелес при голосовании. Вот такие удивительные кадры мы получили. Ну и в минувшие выходные в столице прошел этот красочный фестиваль, посвященный 45-й годовщине открытия летних игр в СССР. То есть сам факт того, что это празднуют, это так значимо, это очень здорово. То есть вспомнили игры, которые были 45 лет назад, да, вспомнили, как это было значимо, выбор вообще нашей страны. И спорт — это мир, и это именно нас объединяет. Ну и здоровый образ жизни — это важно для каждого. Ну а болеть за свою страну на Олимпийских играх — это всегда было очень ценным, очень правильным и очень объединяющим всех жителей нашей страны. Поэтому я считаю, что участие в фестивале такого количества людей, 150 тысяч человек, это оправдано. Ну а далее мы поговорим о том, что же ждет нас впереди, точнее на наших дачных грядках. Впереди у нас тоже выходные. И мы, может быть, проведем их не на фестивале, но со своей семьей на дачном участке. И как сделать так, чтобы не только на дачном участке, но и дома нас окружали красивые, яркие растения, узнаем в следующем сюжете. Всем доброе утро! Сегодня я хочу рассказать вам про некоторые препараты для красоты и здоровья наших растений. Одно из новых средств – это плантафол 20-20-20. Как раз сейчас, когда уже солнечная активность увеличилась и наши комнатные цветы пошли в буйный рост после долгой зимней спячки, не забываем использовать специальные средства. Плантафол нужно использовать для опрыскивания по листу. Тем самым при листовой обработке полезные макро- и микроэлементы быстрее усваиваются нашими растениями. Следующий препарат – это всем известный и любимый препарат цион. Как мы видим, сейчас в этом магазине представлен очень большой ассортимент, как для комнатных однолетних цветов, допустим, скоро мы будем высаживать наши любимые однолетники, также для овощных культур. И хочу познакомить вас с новой линейкой цион Протек Космо, который подходит для всех видов растений. Он имеет более усиленный эффект, чем, допустим, препараты предыдущего поколения. Цион
закладывается в почву, в горшки комнатных растений, либо в прикорневые лунки, когда мы будем высаживать наши овощные культуры в теплице, либо на грядке. Достаточно внести однократно за сезон, в зависимости от глубины, величины лунки и от растений. То есть не забываем сверяться с инструкцией от производителя. Вот кто точно читает инструкции, это наши эрудиты. Их не поставит в тупик ни один вопрос. Кого испанские конкистадоры приняли за ангелов Южной Америки? Кто, согласно африканской легенде, помог спуститься людям с небес? Эти и другие вопросы не поставили в тупик участников интеллектуальной игры «Эрудит», которая выходит на нашем телеканале. В этом году телевизионная викторина выйдет в эфир в ноябре месяце. Буквально вчера завершились съемки второго сезона игры. О том, кто в ней участвовал, где все проходило, а закулисье телевизионных съемок расскажем далее. В прошлом году интеллектуальная викторина для школьников «Эрудит» вызвала интерес у телезрителей. В этом году было решено ее продолжить. Нынешние прошли на базе лагеря «Ленский край» Малой академии наук. Игроками стали участники летней смены лагеря. Это победители школьных, республиканских олимпиад по различным предметам. Здесь, в Малой академии, дети занимаются наукой, проводят опыты, различные исследования. Участие в игре для них по большей части отдых от занятий, ну и одновременно знаний и эрудиции. Темы на биологию и, скорее всего, литературу. Ну, потому что не сильно увлекаюсь этими темами. А что тебя увлекает? История и технические, математика, физика, химия. Подобрать вопросы для школьников, специализирующихся по разным направлениям наук, для творческой команды оказалась задачей не из простых. Ну, допустим, если мы берем с квартиры, открой какую-то квартиру. Давай. Если мы берем советскую квартиру, тогда они могут ответить, например, на один вопрос. Могут. Да. Некоторая часть вопросов редактировалась по ходу съемок. Самое большое количество вопросов выпало на географию. Обрадовало, что ребята отлично помнят даты. Например, они легко ответили на вопрос, в каком году было ледовое побоище. В советских темах, как ни странно, дети тоже показали свою осведомленность. Добрый день, дорогие друзья! Это телешоу «Эрудит». Второй полуфинал. Вторая двойка игроков сегодня будет сражаться за место в финале. Для ведущего Максима Эверстова это уже второй сезон игры. Но, как он сам признается, порцию адреналина, как всегда, получил. Вести вообще передачу интеллектуальную сложно, потому что не просто развлекательную, а при этом где-то понимаю, что они сомневаются, а иногда они говорят, это не так, это не так. Я думаю, ну это действительно может быть не так, я же не все в мире знаю. Поэтому какие-то последние барьеры, наверное, скромности, какие-то последние барьеры, где я немножко стесняюсь, они разрушаются, и эта передача в том числе мне нужна, как и им. Отличие второго сезона игры в командной игре. Тут надо чувствовать своего напарника и доверять ему. Игорь Габышев со своим другом попал в полуфинал и надеется на победу. Вполне себе нормально играем, как хорошая команда. Я рад нашими успехами. Против других команд играть нелегко, потому что они как бы знакомы дольше, чем я с Аяном. Поэтому как-то потруднее. Труднее сосредоточиться еще и потому, что во время игры школьники под прицелом большого количества телекамер, света и съемочной группы. Ну, на мой взгляд, дети очень сообразительные, очень активные, и несмотря на все волнение, они очень хорошо отвечают. У нас практически в каждой программе ребята дают прям максимальное количество правильных ответов, и разница у нас буквально в 1 балл. Это не может не радовать, это говорит о том, что у нас качество образования в Якутии достаточно на высоком уровне. Я надеюсь, что ребята вдохновятся, будут что-то еще для себя новое узнавать, изучать, потому что вот если даже они, например, на какой-то вопрос не смогли ответить, но при этом они смогли узнать что-то новое, открыть для себя какой-то классный, хороший факт. За кулисами за команды болели их друзья, которые участвовали в отборочном туре. Очень напряженно и весело. Мне понравилось. Атмосфера классная. Там хочется думать и под желанием быстрее ответить, больше знать. Очень яркое событие. Яркую и захватывающую игру зрители могут увидеть в ноябре на телеканале «Якутия-24». Туяра Филиппова, Виктор Дьячковский, Актемцы, Хангаласский Луз.
Ну, радует, что у нас такие интеллектуальные дети. С удовольствием посмотрю тоже передачу и узнаю ответы на многие вопросы, которые подзабыла. Ну, из Актемцев перемещаемся в Москву. Особый подбой курантов. В Москве состоялся долгожданный ИСЭХ. В 19-й раз в столице нашей страны прошла торжества, посвященные празднику белого изобилия. В этом году было изменено место проведения. Вместо парка Коломенское всех гостей пригласили в самый центр Москвы. Как это было, узнаем у Максима Кардоза. Мы в центре Москвы, буквально в сотни метрах от меня находится Кремлевская стена. И впервые за многолетнюю историю ИСЭХа в столице главный праздник народа Саха проходит здесь, в парке Зарядье. И на его главной поляне даже появилась Серге. В этот день все пришедшие смогли погрузиться в мир якутских традиций. Вот, например, приветственный алгыс. А это уже танец с чуронами и церемония кумысопития. Как чурон, наполненный кумысом. Как же без масштабного осоха? Отдельная часть церемонии открытия была посвящена историческим ИСЭХам 1944 года. Тогда по всей республике провели более 200 торжеств в честь защитников Отечества. Этот праздник посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, это тоже очень символично. Мы сегодня здесь приветствуем и говорим спасибо огромное всем защитникам Отечества. И в военной форме, и в гражданских костюмах. Всем тем, кто приближает нашу победу. В этом году ИСЭХ в Москве проводил Амгинский улус. И перед организаторами стояла сложная задача – соблюсти все правила администрации Зарядья и по максимуму задействовать непростое пространство ландшафтного парка. Конечно, когда мы сначала услышали, что мы проводим ИСЭХ в парке Зарядье у стен Кремля, соответственно, мы сначала не то слово испугались, да, а мы как-то вот сразу почувствовали всю ответственность. Выбраны лучшие наши именно артисты художественной самодеятельности. Это 2 ансамбля. Традиционный ИСЭХ – это место встречи для наших земляков, живущих в Москве. И когда это проходит здесь, в таком парке, в центре Москвы, это для нас тоже очень значимо, для тех якутян, которые живут вдали от республики своей. И мы очень с теплотой, с душой этот праздник принимаем каждый год, и для нас это большое событие. Я стараюсь каждый год посещать ИСЭХ. Это такая возможность увидеть знакомых, встретить. Я обязательно сегодня хочу повязать солому, загадать желание, и я очень сильно верю, что оно обязательно сбудется. В рамках ИСЭХа в Зарядье прошли спортивные соревнования по масс-рестлингу, различные мастер-классы, конкурс на лучший национальный костюм, а завершился вечер большим концертом с участием якутских и российских звезд. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Москва. Ну, здорово, что нас объединяет любовь к родине, и даже вдалеке от нее мы находим повод, чтобы собраться всем вместе. Поэтому собирайтесь чаще. Ну, а в нашей постоянной рубрике «Моя улица» сегодня мы хотим поведать вам историю одной улицы из города Мирный. О том, чем интересна улица Московская и что же они знают сами мирнинцы, узнаем в материале из Алмазного края. Появляются новые кварталы, улицы. Кинотеатры. Кинотеатр «Родина» – место, куда 63 года назад мирнинцы спешили после рабочей смены и выходные. «Зора» и «Приключения неуловимых». В здании на улице Московской фильмы смотрели минимум 2 поколения горожан. За билетами на кинопостановку всегда была очередь, вспоминает почетный гражданин Мирного, ветеран педагогического труда Мария Селезнева. Это было любимое место отдыха и развлечений и детей, и взрослых. Билеты достать в кино было трудно. Если заранее не придешь за час, то там уже все продано. «Родина» была у нас центром пионерского движения. 57 лет назад, когда Мария Тухватуловна переехала в алмазную столицу, эта улица называлась Верхнепалаточной. Архивные записи говорят, ее строила молодежь из столицы. В память о нелегком труде комсомольцев улицу так и прозвали – Московская. Анфиса Алексеева тоже была комсомолкой, когда познакомилась с Мирным. Работала на 2-й фабрике под открытым небом вместе с еще 12 девушками. После рождения 3-го ребенка в 1970 году Анфиса и ее семья получили квартиру на Московской. В тот момент, когда мы переехали, вот эти этажи стояли уже, это новые дома, вот этот.
О. А вот тут был вот это место ботаническое, 3-й садик был. Сейчас он и стоит 40 лет октября. Около рудника пришел, построили бассейном. Деревянный маленький домик был. А рядом была кафе «Юнна», кажется, была. Через Ленинградский проспект там уже общежитие и вот дома ЖЭО там стояла, пошивочная вот в углу, сейчас, кажется, гостиница она не этот, и техбаза вот там с этой стороны. Протяженность улицы Московская 850 метров. Она растянулась от шоссе Кирова до Амосова. Сегодня здесь располагается общежитие Мирнинского политехнического института, детский сад «Солущан», мебельный магазин, торговый центр «Айсберг» и одно из любимых мест отдыха мирнинцев. Мария Флоренца, Роман Ларин, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край». Очень красивые кадры, но вообще каждая улица – это особенная история. А если еще поднять старые фото, то все еще увлекательнее. А какие есть яркие фотографии юных модников из наших дедушек и бабушек, которые фотографировались с мотоциклами, в удивительных костюмах. Все это интересно пересматривать. В последнее время, кстати, в моде тенденция не только ездить на мотоцикле по городу, минуя пробки, но и отправляться в дальние путешествия. А какие они, железные кони прошлого, узнаем в следующем сюжете. Мы продолжаем рассказывать об отечественной мототехнике совместно со специалистами городского ретро-музея. И сегодня речь пойдет о поистине культовых мотоциклах с коляской. Поехали! Одним из наиболее популярных отечественных мотоциклов с боковым прицепом, так правильно назвать коляску, стал Иж Юпитер 2К, который начал выпускаться с 1965 года. Это отнюдь не первый советский мотоцикл с коляской, но один из самых популярных. Большое распространение получил он в Якутии, особенно в сельской местности. Двухцилиндровый двигатель объемом 350 кубиков позволял разгоняться до 110 км в час. Мотоцикл снабжался четырехступенчатой коробкой передач. Даже юбилейная разновидность мотоцикла к 50-летию Октябрьской революции модель отличалась характерной формой коляски обтекаемой формы. Последующая модель обладала уже коляской более прямоугольных форм, и это модель Юпитер 3. Поменялась также форма бензобака. Мощность выросла аж на 30%. Были устранены многие болячки, присутствующие второму поколению Юпитеров. Один из самых главных недостатков, многие отмечают, питание на 6 вольт. И так следствуют тусклые фары. Но основная проблема с выставлением зажигания сохранилась. 12-вольтным электросхема Ижаков стала с 4-м поколением, которое обладало уже вполне современным дизайном. Появился электронный щиток, но до ума довели мотоцикл лишь в 5-м поколении, слегка снизив мощность двигателя. К тому времени мотоцикл с коляской стал стопроцентно сельским транспортом. Именно там проживал в основном покупатель ижевских мотоциклов. Вершиной трехколесного транспорта стали тяжелые мотоциклы «Урал» и «Днепр». Производство модели началось еще в военные годы по вполне официальным немецким лицензиям от BMW. До того, как стать легендарным «Уралом», мотоцикл обозначался цифрами или маркировкой «Ирбит». Модели выпускались под названием «Днепр» в Киеве. Обе модели имели задний ход, и развеем миф про мотоцикл «Урал». Получили ее чуть позже, чем «Днепр», и так двигатели были точно оппозитные. Много интересной информации. Я думаю, что те, кто увлекаются мототехникой, узнали для себя что-нибудь новое или подтвердили свои мысли о нашей отечественной мототехнике. Ну а к другим новостям, более современным, переходим прямо сейчас. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутске начались работы по капитальному ремонту улицы 50 лет Советской армии на участке между улицами Кальвица и Бабушкина. Подрядчик приступил к срезке старого асфальтобетонного покрытия. Работы продлятся до конца октября 2027 года. После окончания ремонта жители города получат четырехполосную магистраль с эффективной системой водоотведения. В этом году рабочие планируют уложить новое земляное полотно и дорожное основание, установить знаки, ограждения и светофоры, нанести разметку, а также частично смонтировать уличное освещение, начать перенос сетей, канализации и электроснабжения.
Матери-героини получат равные с героями труда льготы. Комитет Госдумы по труду поддержал в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для матерей-героинь. Предлагается предоставить им льготы на медицинскую помощь, зубопротезированию, ЖКУ, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также законопроект предусматривает бесплатное предоставление земельного участка и стройматериалов. Кроме того, если женщина отказывается от льгот, тогда она может получать ежемесячную выплату в размере 72 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Выплаты будет осуществлять Социальный фонд России. В Якутии проживают 33 матери-героини, в числе которых Светлана Тарабукина, воспитывающая с мужем 24 ребенка. У нас своих 2 мальчиков, и кроме этого мы 22 детей воспитали и воспитываем. В данное время у нас 6 детей несовершеннолетних. Потом меня в 2003 году наградили знаком «Материнская слава», а в 2006 наградили знаком матери. Ну, не знак, удостоверение, как бы приравненный, наверное, да, в 2006 году. И это знак благодарности, я, наверное, думаю, так. Департамент охоты настоятельно рекомендует жителям при обнаружении диких животных немедленно сообщать об этом в администрацию. Данная мера необходима для оперативного реагирования и принятия решений о регулировании численности охотничьих ресурсов в соответствии с действующим законодательством. Несвоевременное информирование может повлечь за собой угрозу безопасности населения и ущерб объектам животного мира. Решение о регулировании численности принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней после поступления информации об угрозе. При встрече с медведем, в тайге или в лесу, да, надо не паниковать и не бежать сразу, как увидели медведя, да. Надо потихоньку, пятиться назад или стоять на месте и создавать какой-то шум. Сейчас можно в любых магазинах купить отпугивающие средства. Это, например, перцовый баллончик, фальшфейер и всякие отпугивающие приспособления. Якутские масс-рестлеры на мировой арене. 30 июля в Монголии стартует 7-й чемпионат мира по масс-рестлингу. В соревнованиях примут участие спортсмены из 43 стран, в том числе из Египта, Кыргызстана и США. Всего российскую сборную представит 13 спортсменов, 8 из которых якутяне, 5 юношей и 3 девушки. Тренировки включают в себя как силовые упражнения, так и общую физподготовку. Отметим, мероприятие организуется под эгидой Международной федерации масс-рестлинга совместно с Федерацией масс-рестлинга Монголии и местными властями Архангайского аймака. Подготовка проходит очень хорошо. Я себя оцениваю почти, можно сказать, почти 10 из 10. Еще надо морально подготовиться. Весовая категория до 50 килограмм. Я думаю, что соперники будут очень сильными, особенно участники из Монголии и Кыргызстана. Из Монголии будут в моем весовом категории чисто 3 девочки. А так, в общем, нас почти 6 либо 7. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире. И у нас еще много хороших новостей, в том числе акционерное общество «Якутский хлебокомбинат», предприятие с богатой историей и неизменной репутацией. Качественно на протяжении десятилетий оно обеспечивает жителей республики вкусным хлебом и кондитерскими изделиями, сохраняет традиции и внедряя инновации. В этом году комбинат отмечает важную веху – юбилей 85 лет. Поговорить о жизни предприятия, его прошлом и настоящем к нам в студию пришла наша гостья, директор акционерного общества «Якутский хлебокомбинат» Светлана Тарасовна Кынакытова. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Тарасовна, поздравляем вас с этим событием. Расскажите, 85 лет, какие изменения в работе произошли и какие события будут приурочены к этой дате? Да, действительно, в этом году хлебокомбинату исполняется 85 лет. Ровно 85 лет назад, в июле месяца 1940 года, был создан комбинат по хлебопечению, Якутский комбинат по хлебопечению. Конечно, за эти времена много что
было, происходило, и сейчас, как мы развиваемся, да, это, конечно, вот совсем, скажем, разные степени развития. Вот, для нас это значимое событие. Мы сейчас развиваемся в ногу со временем, да, идем с трендом по рынку. Много у нас и новых проектов. Мы занимаемся проектной деятельностью. С 2021 года мы были участниками национального проекта «Производительность труда». Модернизируемся постоянно. Выпускаем большое количество ассортимента нашей продукции, что по хлебам, что по кондитерским изделиям. Для общего сведения у нас вообще 150 наименований хлебов и кондитерских изделий на сегодня. Наверное, никто не задумывался. Но помимо того, что у вас юбилейные мероприятия, у вас будет очень интересное событие. 6 августа состоится первый практический форум специалистов для предприятий пищевого производства. Вот что это за форум, какие мастер-классы, может быть, на что подразделяется, какие этапы форума? Да, действительно, мы в этом году провели много мероприятий. У нас, ну, конечно, в основном у нас были внутренние свои собственные мероприятия, да. Ну и вот 6 августа в рамках юбилейных мероприятий мы проводим форум, первый практический форум для пищевой промышленности, то есть именно для производителей пищевой промышленности, потому что, ну, сейчас как все идет в сторону, скажем, там, искусственного интеллекта, роботизация, да, но нам, производственникам, работать надо сегодня надо. И поэтому нам надо осваивать современные инструменты, которые есть сейчас в этой промышленности, в перерабатывающей пищевой промышленности. Вот. И мы 6 августа проводим этот форум, приглашаем туда всех наших производственных компаний, потому что производство, что пищевое, что ресторанное производство, оно ничем не отличается, как бы все процессы, они везде у всех одинаковы. Да? Я так думаю, всем предприятиям, которые кормят наше население, будет интересно участвовать вот в этом форуме. Мы подразделили его на 2 части. Первая часть, она будет касаться именно оптимизации бизнес-процессов, и вторая часть будет касаться именно по внедрению инноваций IT-технологий. Всем будет очень интересно, да, можете зайти на наш сайт, там ссылочки есть, куда кому обращаться. Ну, очень интересно. То есть именно посвящено инновациям, то есть инновации в производстве пищевой промышленности. Ну, я так понимаю, что именно... Да, это вот делиться секретами каких-нибудь своих изделий будете? Там будут у нас участвовать наши крупные производители республиканского масштаба, наши предприятия. Будут эксперты с Москвы, Санкт-Петербурга. Эксперты будут по биржевому производству, по маркетингу. Наши IT-предприятия, наши местные ребята, да, мы же Якутия славится нашими IT-решениями, да, вот будет их тоже несколько ребят, которые выступят со своими кейсами, да. Ну и самое главное, предприятия будут давать свой опыт, свои инструменты, которые они используют в своей работе вот сейчас, в настоящее время. Будет очень интересно. Здорово. Ну, мы с нетерпением ждем тогда 6 августа, и какие будут результаты. Наверняка после этого тоже какие-то идеи новые появятся. Вот 85 лет, это так много, да? Изменилась ли рецептура, вот, ну, например, классического белого хлеба? Вообще вот классический хлеб, он, мне кажется, всю жизнь был, да? Мы как-то хотели посчитать вообще, сколько лет вообще жизни нашему классическому хлебу. Формовой хлеб, он где-то уже более 50 лет. Есть, как вот в строй вошли новые технологии, вот новые вот такие расстроенно-печные вот агрегаты, да, с тех времен вот формовой хлеб он и есть. Да, конечно, он и 85 лет назад был, да, но в другом, скажем, там, в другой форме он был тогда, да. Вот. И мы на сегодня горды и рады тем, что мы нашими технологиями, нашими кадрами смогли сохранить те традиции, ГОСТы, которые были приняты еще вот в те года. И на сегодня мы радуем этим хлебом наше население. Есть поклонники до сих пор такого хлеба. Кстати, он у нас изготавливается на жидких дрожжах, а жидкие дрожжи – это наше здоровье. Да? Ну, соответственно, сухие дрожжи у нас вырабатываются в нашем желудке, а жидкие дрожжи, они испаряются уже в печке.
Вот вы говорите, все это кадры, которые помогли сохранить. Наверняка и кадровый состав имеет тоже богатую историю. Вот насколько для вас актуально, что кадры — это основа предприятия? Ну вот всем кажется, что на хлебокомбинате работают одни пекаря и кондитеры. Да? На самом-то деле это не так. У нас работает около 400 человек, это большое количество людей. Да? И работают у нас и технологи, и технический состав, и инженера, и водители, да? И уборщицы, и айтишники, и экономисты, и финансисты, и пекаря, и кондитеры. Да? Это большой такой коллектив, который в совокупности своим процессом, в общем, нам 8 часов утра у вас на столе должен появиться горячий хлеб. Да? Вот. И, конечно же, для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, мы стараемся каждый год создать им соответствующие условия труда, чтобы им было работать легко. Да. Ну, производство, это понимаете, это у нас ночная работа. Мы работаем в 2 смены, да, это вредность труда и все остальное. И поэтому мы оздоравливаем наш коллектив. У нас есть свой медицинский центр. Люди у нас там на массаж ходят, процедуры мы как бы не отходя от работы тоже проводим у себя медицинские. Да. Спортивный зал тоже имеется, коллективные какие-то корпоративные вот такие вот обучения, там, мероприятия вот проводим. И у нас очень много династий, которые у нас сейчас работают. Да, это, если вот так назвать, это у нас Егоровы, Зубовы, Ледовские, да, общий стаж которых составляет на сегодня более 100 лет. И мы гордимся тем, что сейчас их потомки у нас работают, с нами работают вместе. Ну, здорово, когда есть такая преемственность, семейственность. Ну, мы присоединяемся к поздравлениям, да, и вот что бы вы хотели сказать своему коллективу сегодня? Я бы хотела сказать сегодня, пользуясь случаем, конечно же, в первую очередь нашим населению, нашему потребителю, да, что они, несмотря ни на что, находятся сейчас с нами, являются нашими самыми активными покупателями, своему большому коллективу, любимым своим работникам. Хочу пожелать самое главное, да, чтобы у вас было здоровье, чтобы у вас было всегда позитивное настроение, чтобы вы шли на работу с отличным настроением для того, чтобы испечь нашему потребителю, нашим покупателям, нашему населению здоровый хлеб. И всем жителям республики, нашим зрителям хочу пожелать сегодня хорошего дня. Спасибо большое, что пришли. Еще раз поздравляем, успешного проведения форума. Ну и на такой замечательной ноте мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. До завтра. Всем хорошего рабочего дня и начинайте утро вместе с нами.